Доброе утро! Начинаем день вместе с «Утро Якутии». Заряжаемся на плодотворные, добрые, позитивные новости. А чтобы они были максимально полезными и интересными, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров, желаем вам бодрого и доброго утра. Ну вот что мы вам сегодня расскажем. В Якутске работает Центр поддержки семей военнослужащих. Какую помощь оказывают в центре и чаще с какими вопросами обращаются семьи и родственники участников СВО. Поговорим с психологом этого центра. Северное сияние озарило небо над селами в Якутии. Такую картину наблюдали в Абыйском, Сунтарском районах. С чем это связано, это уникальное явление. Что шьют адычинские мастерицы Верхоянского района и откуда в Момском краеведческом музее появилась старинная персидская шкатулка, узнаем в нашем эфире. В сюжетах наших коллег. Лучшие из лучших на международном турнире памяти Дмитрия Корякина, который пройдет в Якутске с 28 по 29 октября, примут участие спортсмены из более 10 стран. На ковре сойдутся сильнейшие борцы, чемпионы страны и мира, финалисты Олимпиады. Сегодня у нас в гостях мощная команда борцов из Кубы. Не пропустите эксклюзивное интервью с именитыми спортсменами. Ну что, друзья, сейчас самое время узнать, что же произошло, пока вы спали. Жители Нюрбинского района увидели в небе необычное явление. Облака причудливой формы заметили жители села Нюрба, напоминающие ячеистые и сумчатую форму. Такие облака встречаются крайне редко, преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов. Ну, мне кажется, в Нюрбе уже совсем впору менять теплые шубы на что-то более легкое, потому что глобальное потепление, оно прям как-никак видно. Я когда увидел вчера вот это видео, подумал, что типа фотошоп или что это такое вообще интересно. То есть пришлось даже заглянуть в Google, чтобы узнать, что это очень редкие тропические облака. Меня больше всего, конечно, поразила вот эта вот птица Феникс, которая из отсветов на закате была видна. Это было очень красиво. А тем временем в Алдане тоже слишком было жарко. Прошел первый забег в купальниках. В мини-марафоне приняли участие 10 девушек. Соблюдение дресс-кода было обязательным для формата такого забега. Для участниц это был первый опыт закаливания, поэтому было решено пробежать дистанцию всего 200 метров. Участницы получили массу удовольствия и устроили небольшую фотосессию, а после согрелись горячим чаем. Очень хорошая, между прочим, идея, потому что я все надеюсь, что однажды у нас в республике будут проходить те самые съезды на наших горнолыжках, как раз-таки в купальниках, которые проходят в Шерегеше Кемеровской области и на Красной Поляне. Действительно, но я думаю... Я вот прям мечтаю, я поучаствую. Если будет изменение климата, то можно даже в феврале, в январе проводить такие съезды. Но действительно, очень позитивно, здорово и по-настоящему горячо. Да, и девушки, по-моему, себя прекрасно чувствуют, потому что они даже не торопятся, они бегут и наслаждаются процессом. А вот по словам экспертов, полярное сияние зависит в основном от цикла солнечной активности. Каждые 11 лет Солнце проходит через циклы, которые определяются пятнами на нем. Чем больше пятен, тем выше вероятность увидеть полярное сияние. 2 года мы не наблюдали полярного сияния из-за того, что закончился 24-й цикл. В прошлом году начался следующий. Эксперты отмечают, что сезон северного сияния только начался. Пик цикла пройдет примерно в 25-26 годах. Действительно, ну вот ту красоту, которую мы сейчас видим, вот наблюдали буквально на днях в северных широтах нашей республики, в Абые. Да, очень красиво. Еще было в Сунтарском районе и Абыйском. Вот я прямо мечтаю. То есть каждый житель нашей большой и прекрасной республики это чудо света должен увидеть воочию. Ну, я, может быть, отношусь к числу счастливчиков, которые вот даже в Якутске я видел пару раз тоже северное сияние. Ну, а какую погоду можно увидеть сейчас за окном и какой прогноз на сегодняшний день? Давайте узнаем далее.
По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила от 1 до плюс 1 градуса, в заречной группе минус 3, плюс 1. В южных в это утро и в Алдане, и Нерингре 3 градуса ниже 0. В Илюйской группе от 3 мороза до 0, в Нижнеленских минус 5, минус 2, в западных минус 3 градуса. В Колымо-Индигирской группе улусов в селе Хано минус 6 градусов и минус 19 в Уснере. В Янских от 13 до 5 мороза, на северо-западе от 5 до 8 ниже 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 1 градус со знаком плюс. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. В течение дня синоптики обещают день без существенных осадков. На дорогах гололедица, ветер юго-западный подует с порывами до 13 метров. Температура воздуха днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Кстати, погода у нас отличная, снегопады у нас ежедневные и такие замечательные, прекрасные. И смотреть в окно в это время с чашечку горячего чая, мне кажется, это очень романтично. Это прям по-девчонски. Кстати, как ты утро начинаешь? Ну, я обычно начинаю с утреннего кофе. Ну и вообще для меня кофе — это такая обязательная часть, чтобы окончательно проснуться. Но, кстати, сегодня нас ждет, наверное, что-то такое бодрящее по погоде. Вчера я получал уведомление о каком-то урагане. Но, тем не менее, думаю, что все пройдет хорошо. Поэтому, друзья, а чтобы взбодриться, обычно я пью кофе. Кстати, на днях, не так давно, ты принимал участие в программе «Испытано на себе», где попробовал себя в роли бариста. Так вот, ответь, пожалуйста, всем нашим телезрителям, всем, кто неравнодушен и кому важно знать, кофе он или оно. Ну, я думаю так, если кофе вкусный, бодрящий, то это он. Не продолжай. А если кофе так себе, то это оно. Ну, а давайте все-таки правильный ответ узнаем в нашей следующей рубрике. Доброе утро, дорогие телезрители! Как известно, кофе проник в Россию с двух сторон – с востока и с запада. Этим объясняются две традиции употребления этого напитка. Западную традицию привнес Петр I, который пристрастился в Голландии к этому напитку. Это произошло в 1697 году. А с 1718 года кофе стал обязательным атрибутом ассамблей, то есть дворянских балов. Надо сказать, что российской аристократии кофе не сразу пришелся по вкусу. Он был дорогим и горьким. С тех пор прошло уже более 300 лет, и кофе стал очень и очень популярным напитком. Не менее популярны и напитки, основанные на кофе и молоке. Названия этих напитков, как правило, иностранные и вызывают затруднения. Например, латте. Латте – это напиток на основе молока и крепкого черного кофе. Надо сказать, что латте образовалось от итальянского слова латте – молоко. И долгое время это слово не было, скажем так, узаконено в русском языке, потому что оно было новым. Однако оно появилось в словаре Лопатина орфографическом и уже требует определенного произношения и написания. Оно стало нормированным, кодифицированным. Итак, в слове «латте» ударение всегда падает на первый слог – «латте». Более того, в этом слове есть удвоенные согласные «т», которые нужно произносить твердо – «латте». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Всем приятного аппетита, кто завтракает, ну и, конечно же, пьет свою первую чашку кофе. И, кстати, ученые давно доказали, что, между прочим, за кофе вы, получая какую-то правильную информацию, какую-то интересную, вы ее лучше запоминаете. Поэтому, друзья, мотайте на ус очень интересный факт. 25 октября 1990 года, ровно 32 года назад, состоялись съемки первого выпуска телеигры «Поле чудес». Капитал-шоу – одна из первых программ телекомпании «Вид», российский аналог американской программы «Колесо фортуны». Проект Владислава Листьева. Съемки первого выпуска этой программы состоялись 25 октября 1990 года, а премьера самой программы вышла в эфир на первой программе центрального телевидения на следующий день, 26 октября. Первым ведущим был Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года Леонид Якубович.
Какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем далее. На календаре 25 октября. Сегодня отмечается Международный день школьных библиотек, День таможенника Российской Федерации, День работника кабельной промышленности в России. По народному календарю в этот день отмечается память 3 святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые – оттепель, а мигающие – перемену погоды. Если же видели падающую звезду, ждали ветров и сухого года. В 1922 году в Советской России завершилась гражданская война. В 4 часа дня 25 октября 1922 года части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики вошли во Владивосток. Взятие Красной армии Владивостока 25 октября 1922 года традиционно считается датой окончания гражданской войны. Однако одиночные бои велись еще примерно год, а отдельные белопартизанские отряды действовали еще несколько лет. В 1971 году Тайвань исключен из состава ООН. В 1990 году в этот день состоялись съемки первого выпуска телеигры «Поле чудес». В этот день родились Мария Романова, Иоганн Штраус, Жорж Бизе, Глеб Успенский, Пабло Пикассо, Галина Вишневская, Анни Жирардо, Тамара Семина. Именины в этот день отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Минпромторг планирует расширить программу льготного автоаккредитования уже в этом году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Министр добавил, что формат поддержки автопрома постоянно совершенствуется. Он подчеркнул, что сейчас готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета. Ранее с этой инициативой выступал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Он отмечал, что сейчас резко просел спрос на автомобили, поэтому необходимо оказать соответствующую социальную поддержку тем, кто пока откладывает покупку. 87% готовности первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда». Об этом сообщили Айсену Николаеву во время осмотра объекта. Создание данного кластера было инициировано главой республики и поддержано федеральным правительством. На его строительство выделены федеральные гранты. Напомним, в 2019 году Якутия стала первым регионом, где на правительственном уровне был принят стратегический документ по развитию креативной экономики. В «Квартале труда» будет создана инфраструктура для производства цифрового контента, анимационных проектов, компьютерной графики, блогов, музыки, кино и других креативных индустрий. Уже в ближайшее время, 25-26 ноября, у нас в кластере пройдет федеральный форум крупный «Цифровой алмаз» с участием министра цифрового развития Российской Федерации. Оно в первую очередь посвящено вопросам технологического суверенитета, цифровым медиа. Все мы знаем, что долгое время наша страна зависела от иностранных технологических решений, от иностранного программного обеспечения. Понятно, что новая реальность диктует, чтобы все возможные системы были заменены нашими отечественными разработками. И Якутии на самом деле здесь есть что предложить нашей стране. А в Усть-Алданском районе теперь автомобиль проведет концерты. Дворец культуры имени Василия Никифорова приобрел по национальному проекту «Культура» новый автоклуб. Для конструкции данного автомобиля с федерального, республиканского и районного бюджетов потрачено 8,5 миллионов рублей. Зато автоклуб оборудован специальной сценой, светом, аппаратурой, ноутбуком, скамейками на 10 мест и дизельной станцией. Автоклуб сделан на базе марки «Газель».
необходимыми инструментами, аппаратурой, которая может фактически в любой местности, в сельской или на природе, позволять организовывать те или иные мероприятия. Он был передан нам как дар от главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева в момент открытия Дворца культуры. Мы очень благодарны и надеемся, что он послужит верой и правдой именно населению нашего района. Эксперты круглого стола «Кустук» обсудили влияние интернета на жизнь людей, развитие и подготовка кадров IT-отрасли, сохранение и развитие родного языка в цифровом пространстве, бизнес в условиях цифровизации и другие важные темы были рассмотрены с разных сторон. Напомним, что общественно-консультативный круглый стол «Кустук» начал свою деятельность в 1996 году. За время работы на круглом столе выступали политики федерального уровня, а также видные государственные и общественные деятели республики. Для нас сегодня главной задачей является распространение цифровых знаний для широкого круга населения на всех платформах, будь это госуслуги. Да? Я надеюсь, что наш круглый стол даст какой-то импульс для того, чтобы эти технологии развивались и развивались на службе для того, чтобы они были полезны именно для общества. Большое спасибо, Надежда. Вокальный ансамбль «Туймада» вылетает в Казань. Этой ночью артисты в составе 9 человек отправятся на международный фестиваль эстрады тюркских народов «Восточный базар» в Казани. Затем 8 ноября артисты примут участие в большом праздничном концерте в Москве, посвященный столетию Якутии и 35-летию ансамбля «Туймада». И между этими датами по инициативе коллектива будут организованы встречи с ранеными солдатами в госпиталях столицы. Ансамбль представит репертуары на родном якутском языке, споет русские и зарубежные песни. Для того, чтобы посвятить свое искусство, показать искусство нашей силы якутской песни, которая веет, которая дышит патриотизмом, любовью к своей родине. И каждый, наверное, тот, который солдат, офицер из нашей родины, якутский, знает, который язык, будет искренне рад тому, что он не забыт, он среди нас, и мы все в одной телеге и в одной жизни. Все делаем одно дело для того, чтобы победить, выстоять в этой ситуации и доказать, что мы россияне все вместе. Мы верим, что никогда не исчезнут с нашей земли мужественные и благородные люди, настоящие патриоты. Что такое патриотизм и кто такой патриот? Эти вопросы мы задали учащимся 2 А класса средней общеобразовательной школы номер 17. Патриотизм – это любовь к природе, лесам, озерам и маленьким ручейкам, и цветочкам красивым. Их надо держать в чистоте и следить, чтобы они были очень красивыми. Патриотизм – это когда любят свою страну и никуда не хотят улетать. Хотят делать лучше для своей страны, и люди жили хорошо. Я тоже люблю свою родину. Это город Якутск. Это не только военная служба и боевая техника. Это еще изобретение, созданное учеными, полезное для Родины. Это, например, роботы, машины и новые игры. Патриотизм – это когда человек готов все сделать для своей семьи и Родины. Например, когда военные идут на войны, но они не знают, что с ними будет, но все равно идут ради своей России. Патриот – это такой человек, который умеет постоять за себя, защищает свою семью, своих друзей и многих других людей. Это сильный человек. Патриот – это тот, кто идет на подвиг, старается прикрывать свою родину от вражеской пули. Мой прадедушка был таким. У нас дома есть его портрет с орденами и медалями. Я горжусь своим прадедушкой.
В Якутске с конца октября работает Центр поддержки семей военнослужащих. Семьям и родственникам участников специальной военной операции здесь оказывается юридическая, психологическая, информационная и волонтерская помощь. С какими вопросами обращаются в этот центр, какую помощь оказывают специалисты, об этом мы поговорим с нашим первым гостем. В гостях у нас Жанна Валентиновна Грекова, педагог, психолог Министерства образования. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о городском центре поддержки участников СВО, какую работу проводит центр и какие специалисты привлечены. Городской центр поддержки семей открылся 18 октября. Работаем совсем недавно. Работают специалисты там такие, как юристы, квалифицированные все юристы, квалифицированные психологи и волонтеры. Оказывается, волонтерская помощь также. Обращаются к нам в основном за самое большое обращение процент. Это, конечно, материальная помощь, потому что семьи остались без основных кормильцев. Основная помощь – это 30 тысяч рублей. Далее идет у нас такая мера поддержки, как овощной набор. Овощи доставляют волонтеры на дом. Уже доставлено больше, обеспечено уже больше 100 семей. По линии образования предоставляются такие услуги, как бесплатная путевка в лагерь школьникам на летний период в пределах республики и в детский сад, бесплатное посещение детского сада, то есть освобождаются от оплаты детского сада, внеочередное поступление в детский сад. Ну, в основном вот такие вопросы. А если обращаются по, значит, юридическим вопросам, то там, конечно же, отсрочка от оплаты кредитов, ипотек и так далее, что сейчас немаловажно. К психологам обращаются, конечно, с высокой тревожностью, с проблемами того, что люди ушли, и остался так называемый синдром опустевшего гнезда. У людей высокая тревожность, переживают, обращаются, принимают психологи. Также можно обратиться на горячую линию, да, 122? Да, можно обратиться на горячую линию, где будет оказана поддержка, даны все необходимые, все вопросы необходимые, значит, будут решены. Вы приглашенный психолог с Министерства образования. Что больше всего волнует матерей, жен и сестер? С какими проблемами они к вам подходят? В первую очередь, конечно, волнует обмундирование, как одеты, как они там, где они устроились и так далее. Естественно, хотят узнать, где находятся сейчас военнослужащие, но дело в том, что эта информация секретная, информацию эту никто не дает, ни горячая линия МЧС, никто. Поэтому переживать, конечно, по этому поводу, я считаю, это тяжело самим людям, и смысла нет, потому что они не могут сейчас изменить эту ситуацию, но могут изменить ситуацию вокруг себя, в своей семье, для того, чтобы дети не видели маму в каком-то расстроенном состоянии и так далее. То есть нужна полная поддержка от семей. Как детям реагировать, когда они были привязаны к отцу, а он в какой-то момент перестал приходить домой, и при этом возраст им не позволяет объяснить текущую ситуацию? Дети могут реагировать по-разному, это в зависимости от структуры личности, но дело в том, что, конечно, лучший психолог для детей – это мама. И так как мама себя будет вести, как она будет настроена, не будет ли она устраивать трагедию, вообще поддерживать детей и так далее. Конечно, от мамы очень много зависит, поэтому, когда женщины обращаются, мы им оказываем экстренную помощь и продолжительно даже ходят на какие-то психологические вот такие консультации. Есть ли какая-то круглосуточная помощь? Круглосуточная помощь. Хотя бы телефон доверия, если накрывает именно к вечеру. Телефоны доверия, да, круглосуточные телефоны доверия, они есть. Конечно, могут позвонить обязательно. Вот здесь у нас наш центр выпустил вот такие вот брошюры, где рассказано полностью, какие меры поддержки оказываются, какие документы нужно предоставить, куда нужно обратиться, и также телефоны, куда можно обратиться и узнать всю полную информацию. Эти брошюры... Мы можем озвучить, наверное, да, номер телефона. Эти брошюры мы распространяем в людных местах, в общественных.
Так, ну, сотовый телефон 8 914 110 60 20 и городской 40 88 70. 40 88 Также вы 70. можете обратиться по адресу центра, город Якутск, улица Курашова, 1/1. И такой вопрос. Многие семьи, которые проживали гражданским браком, в период мобилизации не успели зарегистрировать брак. Как им поступать в этот момент, если степень родства нотариально не подтверждена? Да, действительно, такие вопросы есть. Гражданские семьи точно так же, как и зарегистрированные семьи, могут получить меры поддержки. Каким образом? Если в гражданской семье есть совместный ребенок, то, конечно, предоставляются документы о том, что есть ребенок, рождение, свидетельство о рождении ребенка, установление отцовства и так далее. Если нет ребенка в семье, но семья живет гражданским браком, были такие вот обращения, семья живет 10 лет, детей нет, но они живут гражданским браком, тогда предоставляются подтверждающие документы, что семья проживает вместе, прописаны вместе, либо договор аренды, где написано, что эти люди проживают вместе по данному адресу. И без проблем мы принимаем такие документы. А скажите, какие меры поддержки сейчас есть для семей тех, кто участвует в СВО? Сейчас меры поддержки, ну, как я уже говорила, это, конечно, денежная помощь, это помощь вот овощная, что сейчас немаловажно, да? Далее волонтерская помощь, обращаются, у кого-то печное отопление, просят завести дрова, у кого-то убрать снег во дворе, даже такие были обращения. Ну и вот детский сад, вот детские сады, поддержка, конечно, без проблем, если матери приносят в детский сад справку о том, что призван из нашего городского военкомата, значит, мобилизован муж, то тогда освобождение идет от оплаты. Вот. Жанна Валентиновна, мы вас благодарим за то, что вы посетили наш эфир. Еще раз мы, наверное, напомним, да, куда можно обратиться. Вы можете обратиться по адресу город Якутск, улица Курашова, 1/1, кабинеты 8 9 23 44. Принимают без обеда и выходных. Также можно связаться по номеру телефона 8 914 110 60 20, а также по номеру телефона 40 88 70. Спасибо вам еще раз. Ну а мы продолжаем наш эфир. Новая жизнь старого пластика. Челябинский завод изготавливает матрасы для армии из бутылок. Челябинская компания запустила производство не пропускающих холод матрасов для армейских подразделений из ПЭТ-бутылок и текстильных отходов. На предприятии вторсырье проходит несколько этапов глубокой переработки. Бутылки дробятся, плавятся на полиэфирное волокно, которое затем поступает на производство нетканных материалов. Объемные наполнители, которые используются для производства мягкой мебели и матрасов. Это продукт глубокой переработки вторичного сырья. Использованные ПЭТ-бутылки от пищевых продуктов и текстильные отходы. Благодаря производству специального нетканого материала матрасы не пропускают холод, а изделие получается мягким, износостойким и сохраняет форму. Мы производим объемные наполнители из текстильных волокон и синтетических волокон. Все это является результатом переработки вторичного сырья, ПЭТ-бутылки и текстильных отходов. Бутылка, например, моется в несколько этапов, дробится на флейки. Флейки поступают на производство волокна, из них переплавляется, получается волокно. Волокно поступает на производство нетканых материалов. А там уже делают либо наполнители для матрасов, либо утеплители для одежды, либо геосинтетические материалы для строительства дорог. В начале лета компания уже поставила такие матрасы в качестве гуманитарного груза на освобожденные в рамках СВО территории. Кроме того, Грибанова пояснила, что компания полностью выполнила правительственный заказ на изготовление 4000 матрасов за 2 суток благодаря уникальному для России оборудованию. Мне кажется, это очень хорошая альтернатива. Во-первых, помогает справиться с загрязнением окружающей среды. Безотходное производство – это всегда продлевает жизнь многим вещам. Да, действительно. Ну и плюс это очень полезный, очень экологичный получается продукт и особенно важный в данное время.
Ну, я думаю, такие матрасы, когда-нибудь дойдут и до нашей республики, как уже было сказано, они не пропускают холод и очень теплые. Я думаю, некоторые мастерицы арктической зоны, они возьмут это на вооружение. Там очень много охотников, которые зимой любят ездить на охоту и рыбалку. Но от хорошего характера и безусловного таланта адычинских бабушек даже огонь в очаге радуется. Они не опускают руки из-за возраста и не сидят дома без дела. Женщины развлекают земляков прекрасной музыкой и танцами и назвали свое творческое объединение «Алгыс». Именно о нем мы расскажем в следующем сюжете. Здравствуйте, дорогие гости из Туймады! Мы вас приветствуем в благословленной земле Адыча. Вас приветствует народная группа «Алгыс». Они искусно подбирают материалы и цвета и изготавливают одежду для любого времени года. Все костюмы, созданные руками адычинских мастериц, соответствуют национальным традициям. Глядя на ровные и аккуратные швы, видно, что работа делается с душой. Наше сообщество «Алгыс» работает почти 14 лет. Мы принимаем активное участие в разных мероприятиях. Например, к столетию комсомола провели большую работу, ездили по наслегам. Помогаем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, организовываем благотворительные акции. В нашем сообществе в основном пенсионеры. Когда вместе собираемся, мы занимаемся творчеством, танцами. У нас есть танцевальный кружок, поем и занимаемся рукоделием. Под звонкий звук колокольчика адычинские бабушки надевают свои ожерелья и дарят нам чарующие звуки хамуса. Добиваться именно такого звучания их учит Вера Семеновна. Человек с опытом раньше учила школьников в кружке «Дюрюскен». Это говорит о том, что связь поколений не прерывается. Я в этом сообществе «Алгыс» уже 4-й год. Мы очень все активные. Раньше работала в школе. У меня был свой детский кружок по хамусу, который неоднократно участвовал во многих конкурсах. Даже в районе мои воспитанники завоевали гран-при. При просьбе сообщества я сейчас обучаю их игре на хамусе. Помимо этого, я ежедневно провожу дыхательные упражнения по Стрельникову. Адычинские бабушки говорят, что если у человека есть дело, к которому он стремится сердцем и душой, жизнь становится краше и дольше. Поэтому, будь то лютая зима или знойное лето, они всегда собираются в своем любимом месте – в Центре культуры. Надежда Саханская, Григорий Николаев, село Бетенкёс, Верхоянский район. Бабушки прям действительно молодцы. Они еще дадут фору всей молодежи, которая нынче предпочитает смотреть вот в руку, где прилеп телефон. А бабушки живут полноценной жизнью, устраивают какие-то посиделки, вечеринки. Ну и бодрости у них, конечно, еще можно занять. Да, действительно, я с тобой абсолютно согласен. И хотелось бы вот в их возрасте быть таким же, таким же задорным. Ну, а мы продолжаем, друзья. Момский краеведческий музей открыт в 1987 году. По инициативе общественности первоначально музей размещался в здании Момской Никольской церкви. Музейный фонд составляет 968 единиц хранения основного фонда и хранит более 140 уникальных предметов. Здесь и предметы бытовой утвари, орудия труда, одежды венов и личные архивы известных людей Момского района. Каждый предмет – это история, которую бережно хранят сотрудники краеведческого музея. Об одной персидской шкатулке расскажет Алена Корякина. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами я, Алена Корякина. Я представляю Момский районный краеведческий музей. И сегодня я хочу вам представить наш музейный предмет. Предмет называется персидская шкатулка. Родиной персидской шкатулки является Нижегородская область. Тут мы видим надписи спереди «СЛ», то есть надпись означает село Лысково. А в задней части мы видим надпись «Село Лысково Ивана Федоровича Пачинова» 1911 года. Хранили в таких шкатулках деньги, как в современных сейфах. Если мы
вот так вот откроем, то мы увидим двойную стенку. Более постоянными покупателями были народы Азии, персы. Вот поэтому шкатулку называем персидской шкатулкой. Сегодня в нашей книжной полке одна интересная книга автора Куива Макдоннелла «Странные времена». Это произведение детектива с элементами фэнтези и с нотами острых социальных вопросов. Кому не хватало старых добрых аллюзий и символизма, все есть у писателя. На фоне трендового постмодернизма книги Макдоннелла – это глоток свежего воздуха, веселый такой глоток. Автор не изменяет себе и рисует исключительно интересных персонажей с личными историями. Добрый день. Меня зовут Максим. В рамках рубрики «Книжная полка» я расскажу вам про книгу «Странные времена». Автор Куив Макдоннелл, это ирландский писатель, и книга свежая, вы ее можете найти на полках, вы можете найти ее на Литресе. Здесь мы видим городское фэнтези. Почему я выбрал сегодня именно эту книгу? Потому что меня привлекло, что здесь сочетается несколько довольно мощных бонусов, несколько мощных вещей. Во-первых, это книга ирландского писателя, и мы не так часто видим в фэнтези сочетание юмора, хорошей фантазии и довольно острого слога. Куив Макдоннелл – стендап-комик. В первую очередь он был сценаристом и стендап-комиком, а уже затем он стал писателем. У него вышло уже, насколько я знаю, 5-6 книг. И вот «Странные времена» вы можете начать с этой книги, потому что она стартует в новой серии, где главные герои, работающие в провинциальной, почти никому не нужной газете, пишут про какие-то магические, фантастические вещи. По сути, им никто не верит, но оказывается по сюжету, что мир наполнен как раз необычным, и необычный подход тех, кто работает в этой газете, их, может быть, нонконформизм, их фантазия, их энергия позволяют заглянуть на какие-то заговоры, на какие-то фантастические события под новым углом. И книга, она действительно динамичная, в ней есть острый юмор, который сохранился, несмотря на перевод. Да? Бывает, что когда переводят с другого языка, какие-то вещи пропадают. Возможно, что-то и пропало, но книгу я вам советую. И если вы давно искали что-то в фантастике с юмором и устали от Терри Пратчетта, Роберта Асприна, может быть, Джаспера Форда, те, кто составляют золотой фонд современных сегодняшних юмористических фантастов, то попробуйте Куива Макдоннелла «Странные времена». Книгу я прочел на одном дыхании и думаю, что и вам она понравится. Ну, вообще, да, книги — это такая тема. У тебя есть, я так понял, челлендж, да? Да, я в начале года объявила сама себе челлендж прочитать в этом 2022 году 10 книг. Первую книгу я прочитала в январе, вторую я прочитала в мае, остальные 6, ну, на сегодняшний момент у меня 8 точно прочитанных, я прочитала в сентябре, когда была в отпуске. То есть отпуск прошел продуктивно. Да, и мне кажется, что еще один отпуск до конца года, и я прям свой челлендж выполню. Отлично. Но, друзья, вот такие вот новости от Полины Долинской. А какие новости у нас произошли на этот час в республике и в мире, давайте посмотрим прямо сейчас. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события. С 25 октября пассажирские перевозки по маршруту Якутск-Нижний Бестях начнут осуществлять суда на воздушной подушке. Отмечается, что отправляться суда будут из района городской дамбы на 202 микрорайоне и зала ожидания в Нижнем Бестяхе ежедневно с 7 утра до 19 часов. Стоимость проезда составит 1500 рублей. Напомним, в связи с теплой погодой работу паромной переправы Якутск-Нижний Бестях перенесли ориентировочно на 25-27 октября. На маршруте задействовано 12 судов. Также трансфер из Якутска в Нижний Бестях для пассажиров поезда запускают с 25 октября. Отправление пассажиров идет в 14:30 из 203-го микрорайона. Стоимость проезда также составляет 1500 рублей. Талон на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой билета на сайте РЖД, в мобильном приложении РЖД «Пассажира», в билетных кассах Федеральной пассажирской компании и компании «Железные дороги Якутии».
Ну а в аэропорту Мирного сделали все, что нужно для зимнего режима работы. На него предприятие перейдет 30 октября. К морозам сотрудники Мирнинского аэропорта готовились с августа. Подготовили спецтранспорт для обслуживания пассажиров и воздушных судов, технику для уборки снега и светосигнальное оборудование. Для этого проводили плановую ревизию. Зимой вся работа направлена на безопасность полетов. Взлетно-посадочная полоса и перрон всегда должны быть свободны от снега и наледи. При необходимости взлетку покрывают антигололедным покрытием, а самолеты – противообледенительной жидкостью. Сотрудники аэропорта традиционно сдали зачеты, чтобы получить допуск к работе. Подготовка аэродрома у нас начинается ранним утром до прилета воздушных судов. Заключается она в подготовке искусственных покрытий, в частности взлетно-посадочной полосы, проверки светосигнального оборудования. Наша спецтехника снегоуборочная очищает взлетно-посадочную полосу и перрон, места стоянок от снега. Замеряется коэффициент сцепления, ну и, соответственно, потом аэродром открывается для приема воздушных судов, для того, чтобы воздушные суда могли выполнять полеты, обеспечивая безопасность полета. Студенты 17-го корпуса Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова в эти выходные помогли тимуровским движениям пожилым жителям села Бердигистях. Командир отряда Василий Третьяков сообщил, что данная акция не единичная. В их планах за этот учебный год намечено 45 тимуровских работ в Якутске, пригородах и близлежащих районах. Такая работа проводится совместно с социальными органами данных муниципалитетов. Между прочим, цифра 45 выбрана не случайно. В честь юбилея нашего 17-го корпуса мы проводим акцию «45 добрых дел». И вот помогаем людям, другим общежитиям, ездим по улусам. В школе ТАСС Юряха отремонтируют актовый зал. До конца года строители заменят в помещении окна и полы, стены утеплят и покрасят. Актовый зал станет многофункциональным, понадобится не только для проведения торжественных школьных мероприятий. Руководство школы хочет установить здесь хореографические станки и зеркала, чтобы дети могли заниматься танцами. Также планируют сделать витражный потолок и заменить сцену. Предусмотрели и костюмерную. В актовом зале будут показывать театральные постановки. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Звезды вольной борьбы сойдутся на ковре международного турнира Коркина в Якутске. На международном турнире памяти Дмитрия Коркина, который пройдет в Якутске с 28 по 29 октября, примут участие спортсмены из более 10 стран. На ковре сойдутся сильнейшие борцы, чемпионы страны и мира, финалисты Олимпиады. Схватки проведут спортсмены из Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, Македонии, Австралии и Кубы. Сегодня у нас в гостях Андре Рейнери, двукратный победитель первенства мира Ю-23, двукратный чемпион паноамериканских и карибских игр, и Рейнери Салас, бронзовый призер Олимпиады в Токио, двукратный финалист чемпионатов мира, победитель паноамериканских игр и пятикратный победитель чемпионатов Панамерики. Buenos días, bienvenidos en nuestro estudio. Buenos días. Скажите, как проходила подготовка к участию в соревнованиях? Digan, por favor, cómo pasaron la preparación para participar en las competiciones. Bueno, primero que todo, buenos días al pueblo de Прежде всего, поприветствую вас тоже. Добрый день. Yo quiero hacer una anécdota que la mayor parte de la preparación Большая часть подготовки шла как раз здесь, даже к Олимпийским играм. И я не первый раз здесь. Благодарю Федерацию вольной борьбы за то, что позволили мне участвовать. И я чувствую уже немножко как бы послом Кубы в этом городе. Андрей, а что вы скажете? Спасибо большое за то, что пригласили нас участвовать в этих соревнованиях. И год тому назад мы участвовали в Олимпийских играх. Я не участвовал, но я был включен в группу участников. И для меня это было определенной честью. И я вот хочу сказать, что здесь чувствую себя прекрасно, как будто дома.
И с удовольствием примем участие в этом соревновании. Спасибо. А что послужило толчком к профессиональному занятию вольной борьбой? ¿Qué es lo que fue como un golpe para ser deportistas en la lucha libre, profesionales en este tipo de deporte? No, nada, la infancia de uno en Cuba es bastante Детство человека на Кубе вообще немножко такое сложное, es un deporte и que tiene bastante спорт población помогает en el país. в таких случаях, Y uno llegaba a los и centros, нас gimnasios ведет y к te какой-то ponían a hacer цели, acrobacias, достижению. cosas así. И Cuando uno era niño y le gustaba eso, después te поэтому мне engañaban нравилось, porque что después есть venía вот lo serio de este целенаправленность, deporte y и hasta я ahora que... Pero casi siempre uno ve занимался este этим. deporte como engañado, porque И uno это piensa меня не que lo обмануло, vas a и jugar hasta действительно que encuentres я como la достиг realidad результатов, esta que... и этому рад. Y según la seriedad que tú le pongas, llegas a И tener el сейчас destino вот que tú quieres. серия соревнований, которые участвую, доказывает это. Bueno, yo comencé en este deporte a la edad de 9 años. В 9 лет я занялся этим спортом, Santi Espíritu. и в Сан-Спириту я жил тогда. Cuando vi este deporte Когда я que amo увидел en la vida, спортсменов, en Cuba занимающихся вольной todos борьбой los на años, en Кубе, diciembre, se hace una competencia и dedicada я aquí a прям la решил, что я буду участвовать Entonces, тоже в ahí se таких hacían соревнованиях. gala, se hace una gala. И que потом participan действительно los мне удалось принять país. участие прямо Y в yo таком siempre veía гала-соревнованиях. esa competencia y bueno, quiero recalcar algo muy bonito. И я хочу выделить, hoy что que этот está aquí спорт conmigo, реально красивый. siempre lo veía en las galas И haciendo всегда я вот técnica наслаждаюсь, когда смотрю asombrosa. Y eso me соревнования motivó по mucho вольной en el борьбе. deporte este, incluso hablé con mis padres. И я радую, конечно, моих родителей тем, también. что добился результатов. Насколько популярно такое направление, как вольная борьба, на вашей родине? Есть ли какие-то определенные меры поддержки для того, чтобы дети с раннего возраста ¿Qué grado занимались de и popularidad достигали tiene таких ese deporte en результатов, как ваш? Cuba y cómo apoya el Estado a los niños que se dedican a ese tipo de deporte? No, en Cuba este deporte es uno de los deportes priorizados que tiene. Ну, на Кубе этот вид именно спорта один из Todos sabemos привилегированных. que Cuba ahora mismo no está atravesando su mejor momento. pero Куба es un вообще deporte como очень el béisbol, много el внимания boxeo, que se правительство apoya mucho уделяет en спорту. los juegos multidisciplinarios. И кубинцы Es uno de los любят deportes спорт. que es cabecero para aportar medallas. И мы, можно сказать, возглавляем в некотором смысле спортивные рейтинги. Вы уже не в первый раз в Якутске, но вот ваши No es la первые primera vez впечаtlения, que están вообще, en что Якутске, y qué impresiones впечатлило tienen. у нас в ¿Qué es lo городе? que más les Не impresionó? сильно ли у нас холодно по ¿No сравнению с hace Кубой? frío comparando con Cuba? No, en Cuba realmente es un país caribeño. Ну, Куба — это mayoría de las veces hace calor. страна Карибского бассейна, и mismo знаете, está конечно, что там haciendo жара, un poquito, la temperatura что baja un poco, температура pero no, ниже una там, ciudad 15 extremadamente fría. градусов плюс не Pero nada, a mí me опускается. encanta, Но мне нравится вот это. me encanta Yakutia, me encanta las Якутия personas como меня son, прям aquí las восхищает. personas te quieren mucho, Люди, которые здесь te живут, valoran por lo que eres, и en este caso, народ como вообще, atleta, в принципе. y por eso es que me siento muy И bien. я вот чувствую себя великолепно. А что вы рассказываете своим родным, когда возвращаетесь и рассказываете о том, что посетили ¿Qué es lo практически que край cuentan a земли, sus нашу parientes республику? cuando regresan a su patria y están hablando de Rusia? Bueno, quiero decir que No, cuando я yo хочу сказать, что a mi país le hago muchas anécdotas a mi familia sobre el gran когда я clima бываю que hay в моей en este стране país, и общаюсь es с моей algo muy семьей, fuerte que he viajado a otros países, я, no he конечно, podido рассказываю о notarles que других el clima es странах, un clima muy frío, где más en este бываю, tiempo ahora. особенно вот о тех, где Hago холодно también очень, anécdotas de потому la что это forma необычно для que Кубы. ustedes como rusos, como pueblo de Ну, Yakutia, nos особенно acogen вот о России, об a Якутии, nosotros que venimos потому что для aquí a нас entrenar это y nos brindan toda la действительно solidaridad. как подарок судьбы, что нам удалось здесь побывать. У нас утренняя программа. Как начинается утро на Кубе? Вот вы лично как El начинаете programa утро? nuestro es el de la mañana, ¿no? ¿Y cómo empieza la mañana en general en Cuba, en La Habana, en provincia? No, nosotros en la mañana, Ну, como мы по atletas, утрам, lo que hacemos es despertarnos, конечно, просыпаемся, ir al entrenamiento, делаем, horario занимаемся almuerzo, немножко тренировкой, descanso, por la tarde зарядкой. entrenamiento. Nosotros como atletas somos muy Y- sacrificados, tenemos que mantener И мы, вот как спортсмены, конечно, entrenando todo el tiempo, очень должны cumpliendo con соблюдать los форму, descansos, должны las cosas de всегда la быть, casa, así. как сказать, Es un día en Cuba, порядке. yo pienso que es igual que en cualquier otro Ну país. и Las mañanas arrancan igual que en cualquier я otro думаю, país, что pero так же, как в любой другой стране, утро проходит
везде одинаково. Ну а как сейчас происходит подготовка к предстоящему турниру? ¿Cómo está organizada ahora la preparación para el torneo? Bueno, ayer comenzamos el primer entrenamiento. Вчера у нас первая была тренировка практически. Fue muy acogedor, ya que И обстановка была очень благоприятная, такая благожелательная. Son muchas horas y Много часов мы провели, bien, но очень прекрасно себя чувствовали, несмотря на разницу во времени. И я очень счастлив, что здесь могу потренироваться так спокойно. А есть ли какие-то у вас свои личные спортивные приметы, чтобы схватка прошла хорошо? Eso es lo que yo les avisaba, que si tienen algún rito o superstición personales para pensar en que el torneo va a ser perfecto. No, yo realmente rito no tengo alguno. Ну, я никакие такие приметы особо не верю. Единственное, что слушаю и наблюдаю, как проходят там, предыдущие соревнования, прошли у спортсменов, тренировки. А пробовали ли вы наши блюда? ¿Han probado algunos platos de la cocina nacional? A mí el año pasado que estuve aquí, Да, в прошлый раз, когда я был здесь, я не помню название рыбы, но была рыба, очень такая вот нарезанная. Тоненькая, на строганина. Eso se llama estроганина, porque... И мне сначала на первых порах показалось не очень-то удобно, как бы сырую, но потом я понял, что это вкусно. А какое бы вы блюдо из кубинской кухни нам посоветовали? И de la cocina cubana algún plato aconsejarían para ellos? Bueno, no sé, la cocina cubana tiene кубинская кухня, она, конечно, очень интересна, отличается от русской. Особенно у нас популярна курица с рисом и с фасолью. La preferida es la carne de cerdo. ¿Qué? La preferida es la carne de cerdo. И у нас еще, значит, свинина очень пользуется популярностью. Ну, говорят, что у нас есть такой слоган: от дружбы в спорте к миру на земле. Вот скажите, он создает тот мост дружбы необходимый на всей нашей планете? ¿Y cómo creen ustedes? ¿Coincide con la realidad este lema? ¿Me puede repetir que no entendí? Еще раз, он не понял. Ну, я перевела. Создаются ли какие-то дружеские контакты, несмотря на то, что вы на ринге — это вы противники, но спорт, он все-таки объединяет, стирает границы. Возникает ли дружба? Competencia, ustedes como enemigos, pero cuando en la vida cotidiana ustedes son amigos o de verdad que tienen algo contra su enemigo? No, la mayoría de las veces в большинстве случаев uno es adversario en el colchón, pero каждый из нас, несмотря на то, что должен иметь что-то против своего противника, но, конечно, мы не переносим это на какие-то персональные аспекты. Gracias, estaremos encantados de volver a verte. Gracias. Ну что, мы благодарим наших гостей, друзья, и, конечно же, призываем вас обязательно посетить турнир Коркина и, конечно, который пройдет 28 и 29 октября в Центре спортивной подготовки «Триумф», город Якутск. Обязательно, друзья, поучаствуйте, посмотрите и узнайте для себя что-то новое. А мы двигаемся далее. Ямальскому лежбищу моржей у побережья Карского моря собираются придать статус особо охраняемой территории. Ученые и природозащитники продолжают исследование лежбища и атлантических моржей в устье реки Тутеуяха у побережья Карского моря на Ямале. Специалисты поставили себе задачу защитить материковое лежбище краснокнижного животного и добиться признания этого места особо охраняемой территорией.
В числе задач экспедиции выяснить, почему моржи выбрали для своего пристанища именно реку Титуэ-Яха. Ученые очень хотят сохранить данное природное явление. В ближайшие 3 года в числе задач ученых будет отслеживание популяции моржей, а также отбор проб кожи для того, чтобы оценить состояние здоровья животных. Мы находимся на мысе Тиутей-Сале, святое место с древних времен ненецкого народа. И знаменито оно, конечно, тем, что здесь находится единственное в мире континентальное лежбище атлантических моржей. Сегодня мы впервые обследовали именно с специалистами департамента лежбище моржей, которое было открыто 3 года назад. Значит, выехали сюда совместно с научниками. То есть в части перспектив, обследовали в части перспектив создания на этой территории ОПТ регионального значения, то есть придание этой территории статуса особо охраняемого. Пока моржи на расслабоне и на Чили отдыхают в своей природной зоне, собаки веселятся. Десятки собак присоединились к празднику в честь Хэллоуина в Пекине. Владельцы и их собаки, природа корги, присоединились к вечеринке «Кошелек или жизнь». В мероприятии приняли участие более 50 собак, одетых в различные костюмы. В качестве развлечения организаторы создали полосу препятствий, за прохождение которой пушистые атлеты получали призы. Владелец собаки по кличке Туту рассказала, что она рада присоединиться к мероприятию, где собрались любители собак, а их питомцы могут поиграть вместе. Очень хорошо, когда со своим домашним питомцем ты можешь разделить еще и вот такие праздники. Кстати, это очень популярно сейчас. И кошку, и свою, и собаку наряжать в соответствии с праздником. Действительно, это, я думаю, очень сильно повышает настроение. Не только тебе, но, я думаю, и питомцу. Главное, ну и тем, кто вас видит, когда вы да. на прогулке вместе. То есть вы дарите абсолютно отличные позитивные эмоции абсолютно всем. Друзья, ну а мы с вами прощаемся буквально до завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Всем доброе утро!